Почему семье Рахмона можно все? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как на этот раз родственники Рахмона бушуют. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Эмомали Рахмона захватывает Таджикистан, должности, предприятия и заводы, а сама республика становится все больше похожей на центральноафриканские диктатуры или средневековые монархии. 35-летний Амредин Нахшов, глава золотодобывающей компании «Нахш» и племянник супруги президента страны Эмомали Рахмона, которому было предъявлено обвинение в хулиганстве, избежал привлечения к уголовной ответственности после выплаты штрафа. Нахшов и его 9 сообщников обвинялись в избиении сотрудников компании Мину Фарм. Инцидент произошел 16 мая в центре Донгары. Все подозреваемые не давали комментариев по поводу предъявленного обвинения, но руководство компании Мину Фарм в своем письме посчитало их невиновными. Приговор по делу Амредина Нахшова и его сообщников был оглашен в конце июля, но подробности стали доступны только сейчас. Источник в суде Донгаринского района сообщил, что Нахшову было предписано выплатить штраф в размере 60 тысяч самани. Неизвестно, выплатил ли он эту сумму или нет. По словам собеседника, 5 его сообщников были приговорены к срокам от 3 до 5 лет лишения свободы за участие в драке и нанесение тяжкого вреда здоровью. Еще 4, как и Нахшов, обязаны выплатить штраф, добавил он. Источник сообщил, что с большой долей вероятности все осужденные будут освобождены по закону об амнистии, который будет принят 6 сентября. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзода подтвердил на пресс-конференции в начале августа, что вынесен приговор по делу Нахшова и его сообщников, но подробностей не предоставил. Сообщалось, что Амредин Нахшов сначала скрылся сразу же после происшествия, но 27 мая добровольно явился с повинной в ОМВД Донгаринского района. Амредина Нахшова обвиняли в хулиганстве, а его сообщникам инкриминировали помимо хулиганства еще и нарушение неприкосновенности жилища. Источник тогда сказал, что дело Нахшова расследуется по части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которая предусматривает штраф в размере от 60 до 120 тысяч самани, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Как вы думаете, его действительно отпустили, когда он выплатил штраф? Или просто отпустили на правах родственника Рахмона? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Нахшов обвинялся в том, что 16 мая вместе с несколькими своими сообщниками напал на сотрудников компании Мину Фарм, работающей по контракту с компанией Фарос. Ранее источники в следственных органах сообщили, что в этом инциденте ранения получили около 10 человек, в том числе 4 из них ножевые ранения. Среди потерпевших 4 граждан Афганистана, которые приехали в Донгару, чтобы подписать контракт на сбор смолы ферулы. Очевидец инцидента, не пожелавший называть своего имени, сообщил, что массовая драка произошла в Махале номер 7 в районном центре Донгары после того, как Саййод Гиосов, руководитель компании Мину Фарм, отказался выполнить переданное через представителей Амредина Нахшова поручение о приобретении земельного участка. Между тем, компания Мину Фарм в письме за подписью директора компании Махмада Лизода, которая попала в распоряжение, считает Амредина Нахшова невиновным. Понятно же, с такими-то связями. Гражданин Нахшов в этом конфликте лишь разнимал стороны и призывал молодежь не допустить беспорядков, сообщается в письме компании Минуфарм. Амредин Нахшов приходится племянником супруги президента Таджикистана. Его отец Файзедин Нахшов, бывший глава 4-го отдела Амонатбанка в районе Сино города Душанбе, и скончался в 2018 году. Ранее Амредин Нахшов работал в Ариенбанке, а сейчас возглавляет золотодобывающую компанию «Нахш». Эта компания владеет землями в Джамуате Шугнов Ховалингского района и в основном занимается добычей золота. Мину Фарм, с сотрудниками которой произошла драка, одна из немногих компаний в Таджикистане, которым разрешен сбор смолы ферулы. Эта компания связана с бывшей компанией Фарос, владельцем которой являлся Шамсуло Сахибов, зять президента Рахмона. Как вы относитесь ко всей этой заварушке? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!